Республиканский центр СПИД начинает сотрудничество с Сыктывкарской Воркутинской епархией. К борьбе с ВИЧ подключаются и священнослужители Коми. Анастасия Тюрнина узнала об отношении церкви к этой болезни. Узнав о ВИЧ, больные часто обращаются к Богу. Обычно это люди, которые ведут рискованный образ жизни. О существовании недуга они знали, но ничего не делали для того, чтобы уберечься от него. Хотя церковь постоянно предупреждает, человек сам выбирает свой путь. Есть такое понятие, как целомудрие. То есть в плане сексуальных отношений, что это только с мужем, между мужем и женой, то есть никаких там добрачных или там налево и прочих вещей не должно быть в принципе. То есть это и для души разрушительно, но и для тела соответственно. По словам иерея Александра, чтобы не заражаться ВИЧ, необходимо соблюдать библейские заповеди. А для этого нравственным воспитанием детей нужно начинать заниматься с самого раннего возраста. Весь мир во зле лежит. То есть вот ВИЧ – это одно из проявлений этого зла просто. Но зло – это не есть нечто внешнее для человека. Зло, оно вот внутри. То есть вот зло, вот блуд, он откуда исходит? Сердце, то есть желание получить удовольствие, тоже оно в человеке в самом. То есть и церковь, она занимается тем, что она учит людей с этим бороться. Тем, кто заразился вирусом иммунодефицита человека, отчаиваться не стоит. Современная медицина готова позаботиться о здоровье их тела, а священнослужители – о спокойствии души. В церквях пациентам с ВИЧ постоянно оказывают психологическую помощь. Анастасия Тюрнина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.